Najlepša hvala, da ste prišli v Slovenijo, dobrodošli in hvala, da ste nam pokazali vaš film. Dobro пожаловали в Sloveniju. Спасибо, что показали ваш фильм. Se pravi, vi ste priznani dokumentarist, kulturnik in v svojih filmih vedno prikazujete življenje takšno, kakršno je, brez ulepšav. Če rečemo tako povertavo, snemate življenje nepripravljeno. Kako izbirate teme, o katerih bi radi govorili in ljudi, ki jih bi radi snemali? Вы известный документалист, деятель культуры, хорошо. И вы всегда снимаете жизнь, как она есть, значит, жизнь врасплох. Как вы выбираете темы, о которых вы хотите говорить, и жизнь людей, которых вы хотите показать? Интуитивно. Я стараюсь все в жизни делать интуитивно и доверять тому интересу или тому вызову, который возникает у меня в тот или иной период моей жизни. Vedno skušam zgodbe zbirati intuitivno in verjamem svojemu zanimanju in vzgibu, ki vzklije tisti trenutek v meni, da bo to zanimivo. Хорошо. И кажется, что вас интересуют именно сменные власти. Зди се, като вас ще посебей занимают менявы области? Нет, вы знаете, меня интересует значительно более широкий спектр тем. У меня есть фильмы, например, о шоу-бизнесе, о группе «Тату». У меня есть фильм но он называется «Девственность». Это фильм о том, как мы продаем себя обществу, и в том числе через истории девушек, которые продают свою девственность, простите, буквально физиологически. Поэтому я вообще не сказал бы, что я занимаюсь только политическим кино. Ne bi rekel, da me zanima samo politično in zgolj politični film. Zanima me velik spektr tem. Med drugim sem posnel tudi film o show-biznisu, recimo o skupini Tatu. Obenem sem pa posnel tudi film o tem, kako se prodajamo v družbi skozi dekleta, ki pač sama sebe prodajajo, skozi zgodbo deklet. Да. Вот что касается этого фильма. Вы начали снимать его еще, вот материал, который вы снимали, еще в далеком 99-м году. Вы уже тогда понимали, что речь идет об очень важных исторических событиях? Se pravi, v tem filmu, ki ste ga danes gledali, Putinove priče, je material začel snemati že daljnega leta 1999 in zanima me, če je že takrat razumel, da bo govora o zelo pomembnih političnih dogodkih. Прежде всего я уточню, что фильм, который вы сейчас смотрели, он собран из рабочих материалов 5 разных фильмов. Я в 1999 году снимал большой фильм о Горбачеве, я снимал большое кино о Ельцине, потом я стал снимать Путина, потом я снимал фильм о своей семье. Был такой проект телеканала «Арта», где разные режиссеры в разных странах снимают о доме, где они живут. И у каждого фильма был свой смысл и свое отношение. И да, я, конечно, понимал, что когда я снимал президентов российских, что это важный исторический материал, безусловно. Se pravi, naj poudarim, da film, ki ste ga trenutno gledali, je narejen iz 5 različnih filmov, iz gradiva, ki sem ga snemal za različne filme. Leta 1991 sem posnel film o Gorbačovu, potem še film o Jelcinu, pa tudi film o Putinu, ki sem ga začel snemati 1999. In material je tudi iz filma, ki sem ga posnel v svoji družini, ker je televizijski kanal Art je imel tak program, da so prikazali hiše, v katerih živijo režiserji oziroma ljudi. Seveda se za vsak film, ki sem ga posnel, sem se zavedal in sploh, kadar sem govoril o političnih figurah, da govorim o pomembnih zgodovinskih trenutkih. Kako je впечатление произвел тогда президент? Kakšen vtis je takrat naredil na vas predsednik? Putin.
Э, Честно говоря, особого он впечатления не произвел, но мне было интересно наблюдать за этим процессом. Мне было интересно фиксировать эту историю, так сказать, вхождения во власть достаточно молодого человека. Путину тогда было меньше, чем мне сейчас. Ну вот так отвечу пока. V bistvu ni naredil nobenega pretiranega vtisa name, predvsem mi je bilo zanimivo snemati in opazovati proces, kako relativno mlad človek, v tistem trenutku je bil Putin mlajši, kot je režiser Sej čas, kako prihaja na oblast in kako se ta proces odvija. И потом я же прекрасно понимал, что это не Путин приходит к власти, а это Путина приводят к власти. И мне было интересно, почему же люди выбрали Путина для реализации своих, так сказать, политических интересов. In dobro sem se zavedala, da na oblast ne prihaja Putin sam, ampak da v bistvu so Putina postavili na oblast ljudje, ki bi radi realizirali svoje politične interese. Да? Все? Еще? Вы уже вот там намекаете, что уже в первом году первого мандата становится ясно, куда движется страна. Почему вы считаете, что всегда так плохо, что когда мы возвращаемся в прошлое? Намигujete, da že v prvem letu prvega Putinovega mandata postaja jasno, v katero smer bo krenila država. Zakaj menite, da je tako slabo, kadar se vračamo в преteklost? Но вообще говоря, жизнь так устроена, что мы должны двигаться вперед. Это природа. Но даже если бы шла речь о возвращении хотя бы не в преступное прошлое, хотя бы не в советское прошлое, которое вообще должно было пройти процесс суда истории, и возвращение в то прошлое, которое не получило ни исторической оценки, ни исторического приговора, и то прошлое, которое лишало нас свободы, права на собственную жизнь, ну, простите, я не могу считать такое возвращение в прошлое достойным и имеющим право на реализацию в моей жизни. Življenje samo je že tako narejeno, da gremo vedno naprej, ne pa nazaj. To je zakon, osnovni zakon življenja. In če se ne bi vračali nazaj v to slabo, sovjetsko preteklost, ki ni bila niti zgodovinsko primerno ocenjena in ni pravilno bila obsojena, bi bilo to še nekako v redu. Če se pa vračamo v obdobje, ki nas je v bistvu, ki nam je vzelo svobodo, pa to sploh ni dobro. Вообще нужно признаться, что я всегда был антисоветчиком. Moram priznati, da sem bil vedno proti Sovjetski zvezi. С самого раннего детства. Поэтому для меня советское прошлое – это однозначно тот опыт, который я не хочу повторять. Советская преteklost je zame izkušnja, ki je ne bi rad podoživel. И поэтому вам тоже так не нравится, что возвращается гимн, что возвращается мелодия советского гимна, а слова опять написал тот же самый Сергей Владимирович Михалков, да? Как это случилось. In zato mu najverjetneje še posebej ni bilo všeč, ko so ponovno vrnili staro sovjetsko melodijo himne in besedilo je še enkrat napisal Sergej Mihalkov, ki je napisal že v Sovjetskem zvezi besedilo, sicer ga je tukaj tokrat rahlo spremenil. Я считаю, что символы очень важны и определяющие для существования государства. И возвращение символа прошлого это больше, чем просто возвращение мелодии. Возвращение красного знамени советского красного знамени российской армии это больше, чем просто так сказать, какой-то, я не знаю,
ткань, которую несут люди впереди строя. Это все значительно больше. То, что Ленин лежит в мавзолее на Красной площади, это больше, чем просто факт исторический его захоронения. То, что Сталин утопает в цветах в центре российской столицы, это больше, чем просто могила человека. Menim, da so simboli zelo pomembni za obstoj države in vrnitev simbola je več kot samo vrnitev melodije. Recimo, če se vrne sovjetska himna, je to več kot samo vrnitev melodije, ampak predstavlja tudi simbol. Tudi vrnitev rdeče zastave, rdeče armade pomeni več kot zgolj vrnitev zastave nazaj. To, da Lenin leži na Rdečem trgu, ni samo zgodovinsko dejstvo, ampak je tudi pač simbolno dejanje. In da se okoli Stalina zbirajo rože, tudi ni само препросто зgodовинское действо. И то, что в Москве мост, на котором был убит Немцов, не носит его имя, это больше, чем то, что этот мост называется Москворецкий. Это тоже значит, что страна не понимает, точнее государство не понимает и не принимает необходимость переименовать этот мост именем Бориса Немцова. In recimo, da se most, na katerem so ubili Nemcova, sedaj ne imenuje po njem, zato ker recimo država ne razume, zakaj bi bilo to sploh potrebno storiti, ampak še vedno imenuje svojim starim imenom Moskvarecki. Ja, Moskovska reka se imenuje pač most čez. Тогда в 99 году вы с Путиным еще спорили. Вы, можно ли на сегодняшний момент представить себе такой сценарий? Takrat je Putin še oporekal, da zakaj mu himna ni všeč, pa če si danes lahko še predstavlja takšen сценарий. Потому что тогда я полагал, что с ним есть смысл спорить. Сейчас я считаю, что смысла спорить с ним уже нету. Takrat sem predvidel, da se z njim še splača prerekati, da je nek smisel v tem, zdaj pa mislim, da tega smisla ni več. Ima na tem mestu mogoče kdo v publiki kakšno vprašanje? A bi ta film snimali, če Putin ne bi bil več na oblasti? Вы снимали бы этот фильм, если Путин не был бы больше у власти? Нет. Не. In vidite dan, ko boste lahko posneli Putina kot normalnega državljana, o čemer je govoril na koncu filma? Вы видите день, когда вы можете снять фильм о Путине как гражданина, о чем Путин говорил в конце фильма? Нет. Значит, мы не доживем до конца этого сериала. Не будем дочакали конца этой надалеванки. Путин пожизненный президент. Путин был доживленский председник. Ще кdo kakšno vprašanje? Hvala za ta čudoviti dokument časa. V filmu ste rekli, da ste postali sokrivec in kot očividec in me zanima, kaj je to pomenilo in kaj to pomeni še zdaj. Спасибо вам за этот замечательный документ времени. И ее интересует, что вы в фильме сказали, что вы тоже как-то вы соучастник, спасибо, соучастник, а не только свидетель. Безусловно, это один из главных посылов фильма и признаться в собственной вине, признать собственную вину и обвинить всех нас вместе в том, что мы все соучастники. Потому что без нас, без нашего молчаливого согласия это преступление не могло быть совершено.
Seveda je ena izmed glavnih lastnosti tega filma priznati lastno krivdo in povedati tudi to, da smo vsi v bistvu krivi zaradi tega, ker smo molčali. Молчали, пардон. Скажите, пожалуйста, почему ваша супруга сначала сразу подумала, что Россия идет в направлении диктатуры в начале фильма? Закай ваша супруга на začetku фильма mislila, da bo, oziroma že vedela, da bo Rusija šla v smeri diktature? Она не подумала, она почувствовала. Это разные процессы. Ona ni mislila, ona je to občutila, to so različni procesi, to so dva različna procesa. А я и многие, к сожалению, много думали и не чувствовали. Jaz in tudi veliko drugih pa je nažalost veliko razmišljalo, ne pa čutilo. У моей жены по линии мамы и по линии папы оба дедушки были жертвами ГУЛАГа. И она на чувственном уровне не может принять в качестве руководителя государства человека из системы КГБ, НКВД, ФСБ. Просто на уровне чувств. Oba dedka moje žene sta umrla v Gulagu, zato moja žena zaradi čustev ne more sprejeti nikogar, ki prihaja iz KGB-ja ali pa iz take druge organizacije Sovjetske zveze. Ну что, тогда пойдем спать, друзья мои. Pa gremo pa spat. Hvala lepa še enkrat. Спасибо.